Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 2 января 2025 года, 17 часов по Берлину, 19 часов по городу Джохару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Стрим у нас вещает на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев, где я в роли Деда Мороза выгляжу снова, как и вчера. Или Санта-Клауса. Санта-Клаус. Итак, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, не пишите комментарии, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные вы знаете, что делать. Привет, чертовка, с Новым годом, с Новым годом. Кстати, начиная, спасибо, что напомнила, чертовка. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Желаю, чтобы все несбывшиеся мечты прошлого года сбылись в этом. Ну и, конечно же, чтобы еще что-то новое, чего вы сами себе желаете, сбылось. Здоровья, счастья и всего самого хорошего. Спасибо, чертовка. Спасибо за подарки. Спасибо. Итак, как обычно, я хочу начать сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1370 бандитов, 4 танка, 13 боевых бронированных машин уничтожено, 20 артиллерийских систем уничтожено, 69 БПЛА сбито, 54 автомобильной техники и 3 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ. Спасибо, чертовка, еще раз тебе. Так, а теперь, так, сейчас, подождите. Как вы отходите от Нового года? Что такое? Что за шум от драки? Нет. Цель трансляции выполнена на 50%. Давайте поднажмем. Это, наверное, речь о подарках, наверное, идет. Итак. Happy New Year. Я бы хотел дать вам послушать. А для этого человечеству надо приложить усилия, чтобы никаких блоков противостояния военных. Вот, давайте. А для этого человечеству надо приложить усилия, чтобы никаких блоков противостояния в мире военных не было. Особенно блока российского с русизмом и противостояния. Нужен только один блок. НАТО есть, и его надо наращивать. И пусть ходят в один блок военный для защиты интересов всех народов земного шара. И чем слабее, тем больше должна быть защита. Тогда будет покой и мир на земле. И нечего России в таком виде делать в Совете Безопасности постоянным членом. Пора его выбрасывать оттуда. И вообще в ООН нечего делать. Конечно, надеемся на мир. Ведь мы надеемся почему? Не потому, что жалостятся и смилостятся над чеченцами и прочее, а то потому, что человечество должно себя защитить от русизма. Вот защищая сегодня, становясь на позициях на место чеченцев, они защищают себя от будущего уничтожения русизма. Себя защищают. А для... К большому сожалению, тогда не прислушались. Да и сейчас особо не сильно слышат. Но ничего, будем добиваться. Так. Новый год. Поздравления. Еще и Бог. Тихий. Judēļ runāts поздравления. Lēmos man die bohug Новый год на те уатте. Ёлка хайндел ма вие bohug. قطاع مدى سمو دا قمجر دو ويلو لمجر دو كلشو دولوش هوشن ديقل وهور دينا ومجر دو ديقل سجدوي قانت دوش دينس دال ديقل ويلا ألر تانو دات تبوش بطس دال ديقل ويلا ألش تانو دات
Так, Хаусвай, Карфаген, Губо, Асан. У этих говорят, что аят и Зелимхан изменит конституцию на шариатскую. Тебе все хватит, все хвалят, на если шариат, то нам будет править шейх. Карфаген. Конечно же, это все выдумки, это фантазии. Люди, которые не представляют, что такое конституция, что это такое, так уверенно заявлять о том, что они не знают и не имеют представления, конечно же, может лишь свидетельствовать о том, что кто-то им закладывает эту программу, кто-то им объясняет, вот смотрите, вот смотрите, вот смотрите. Да, в нашей Конституции еще раз и еще раз прописано с дополнениями, приняты дополнения, где указано, что основная религия в Чеченской Республике – это ислам. Но какая другая там религия существует больше, чем ислам? Там живут христиане, там будут или живут иудеи, там живут люди других конфессий, и они имеют такие же права, как имеют все остальные. Но подавляющее большинство жителей нашей страны являются мусульманами. Причем каждое действие нужно оценивать во времени и в пространстве. Это такой принятый в праве принцип. Вы должны исходить. А как известно, председатель Конституционного суда, председатель парламента и другие члены парламента, депутаты парламента, эти люди производят законы. Так вот эти люди, которые обвиняют кого-то в чем-то, они забывают о своей роли тогда, что не только они лично, все были заражены этой пропагандой, и нашим депутатам, нашей власти нужно было взять их под контроль, понимаете? Эти люди, они сами грозились, рассказывали, что их так напичкивали информацией, что чуть ли Масхадов, и у них враг был, они его готовы были разорвать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Эти люди вообще не считали, что кроме Корана и Сунны ничего должно быть. И это избиратели, это граждане вот этих депутатов, вот этого президента, вот этого парламента, это их граждане, к которым они должны прислушиваться. Так вот, нужно исходить из того, что эти люди требовали, и нужно было как-то взять их под контроль. И усиленно вбивалась нам пропаганда радикальная. И как-то нужно было взять всех деталей, всех вещей. Никто вам не будет рассказывать. Я могу просто вам сказать, что я увидел вот в этом документе. Кроме того, что там написано основная религия ислам, там также сказано в этой же Конституции, в дополнениях в этих же, что все религиозные организации должны быть поставлены на государственный учет. То есть они в законном положенном порядке должны зарегистрироваться. Вот есть у вас какая-нибудь там джамаат, вот вы должны идти и зарегистрироваться через государственные органы. Это прописано в Конституции. Этот принцип, он нарушает тот принцип, который говорит о разделении религии и государства. Понимаете? Государство влезает в дела религии. В этом случае, когда оно требует в соответствии с Конституцией зарегистрировать все организации. Поэтому там же в этой же Конституции указано, что все другие религии остаются полностью, все другие религии защищены, что у них есть право исповедовать любую религию или не исповедовать вообще никакую. Более того, первые главные статьи в Конституции считаются первая, 1, 2, 3 статьи, в зависимости от Конституции. Так вот, первая статья Конституции, она хранит самое главное. И в ней написано, Чеченская Республика является
независимым, суверенным, демократическим, правовым государством. Все, на это можно ставить точку. Все, что говорят вот эти люди, они не понимают, что они говорят. Более того, когда я пытался им это объяснить, донести, они меня не слышат. Умышленно только можно не слышать меня. Умышленно, называя меня другом, там, соратником, и абсолютно не слышать. Только умышленно. Только вот что-то ими движет, что они не хотят услышать здравые рассуждения. Они занимаются разделением. Они находились рядом с Ахмедом Закаевым. Вот эти все люди. Понимаете? После того, как меня начали вербовать, мы не слышали, как они пробовали меня, Закаевские, вербовать, мы не слышали от некоторых слов осуждения, призывом разобраться. Ничего мы этого не слышали. Но когда единственный человек, единственная группа, легитимная власть чеченского народа в лице президиума начала заниматься, не продалась, не сдалась, не предала идеи свободы и независимости, выбор нашего народа. Начали на них вот сыпать обвинения какие-то, беспочвенные, необоснованные. Была ли это ошибка или нет? Ну, смотрите, надо было поступить по-другому. Нужно было вывести там огнеметы, пулеметы и танки, и всех вот этих, кто требовал шариат установить, которые тогда говорили, сейчас которые говорят, что не нужно было писать основная религия ислам. Их нужно было загнать в какое-нибудь специальное отведенное место и всех сжечь напалмом. Вот тогда бы им все устроило бы. Понимаете? А им пошли навстречу. И вот теперь вот демократия так работает. И люди, которые никогда не знали, что такое конституция, не знают, что такое конституционное право, что такое другие вещи, они вот такие вещи заявляют. Поэтому не нужно обращать на это внимание. Это люди, которые, ну я не знаю, умышленно, только умышленно можно объяснить то, что делают. Причем это вчерашние ваххабисты, самые ярые ваххабисты, амирами были. Амирами в своих группах были. Что с их группами стало неизвестно, вот сюда приехали, и вот теперь они стали самыми ярыми демократами. Не понимаю я, почему они так себя ведут. Но время, я уверен, все всегда расставит на свои места. Время разоблачит всех, кто нечист на руку и на совесть нечист. Как-то так, да. Эрваген, нами править шейх не может. Вот заканчивая ответ на твой вопрос, потому что у нас есть конституция, в ней у нас нет шейхов. Шейх Шбичуат Шунмагар. Я же тоже про шейхов не говорю, правильно? Наоборот, я пытаюсь найти золотую середину, потому что и эти люди, вчерашние амиры, джамаатов, там, разные там деятели, тоже наши люди. Их нужно просто объяснить. Просто эти, как люди вчерашние радикалы, сейчас другую форму радикализма берут. А есть золотая середина. Вот призываю быть на золотой середине. Но у них нет этой задачи. У них этой задачи нет. По всей видимости. У них, видимо, другая задача. Дался Ребел, дался Так. Так. Ребель, это троллятина, не обращай внимания, это обычная троллятина, да?
Просто тролли и все. Ник 95-й Дед Мороз, ухой амош, бо. Ох, хакады рома у Дед Мороз. Шалом из Израиля, шалом Израиль. Асна шейхи в президиуме, скажи им. Да, они еще не знают, для них это будет новость. Новость. Я шейх Мо. Так. Привет, Абдул, привет. Привет, Абдур. Берс, это хайкильна шама, джо ваки вечо тердо. Берс 93 килограмма, мой азерищен. 100% 93 ватсон. Просто это, видимо, твоя мечта достичь этого веса 93. Ну, держись, Део, все нормально, Део. Да, ребят. Абдул, привет, я ж тебе сказал. Привет, Абдул, привет. Абдюль, приветик. Так, Ребель, ты тоже не 95, ты лишние 20 килограмм накинул, мне кажется. Чё, Абдуль? Алла, Абдуль, сдулся, да? Я ж тебе поздоровался, Абдульчик. Чего ты такой? Злой Дел. Вот, я реально сейчас 89. 2 месяца назад был 93, говорит Берс. Видишь, как я тебя раскусил? Я понимаю, что у тебя, Берс, это идея фикс добиться 93 килограмма. Наверное, протеины кушаешь. Молодец, кушай. Только при чем здесь Израиль, я не могу понять. Тебе вес надо набирать. Ну да ладно. Освободят. Заучать, ну. Приглашение айтрест, что это? Приглашение, Юля, чему я ну хаяк. Виктория Мамурсик. Астан, ты мусульманин? Виктория, да, 100% мусульманин. А какие вопросы у тебя, Виктория? Валейк салам, Нико. Машваль. Каждый раз заходят и спрашивают о моей вере. Кого это волнует, не могу понять. Зачем это вам нужно? Ну да ладно, давайте пойдем дальше. Поздравления от правительства, от президиума правительства. Давайте я вам зачитаю, пока мы собираемся. Так. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Поздравления чеченского народа с новым 2025 годом. Хоми Махкой. Граждане всех национальностей нашей страны. Прошел еще один год с момента воссоздания нашим народом своего суверенного, независимого, демократического правового государства в рамках международного права в 1991 году. С первых дней существования нашего государства против него была развязана агрессия. Сначала со стороны РСФСР, а затем Российской Федерации, незаконно созданной 31 марта 1992 года. С 91 по 99 годы против Чеченской Республики Ичкерия было предпринято 5 политических военных агрессий.
4 из них чеченский народ смог изгнать агрессора со своей территории. Однако после 5-й агрессии, длившейся более 8 лет в условиях истощения ресурсов сопротивления и с использованием Кремлем пропаганды, изображающей наш народ как террористов и исламских экстремистов, Российской Федерации удалось незаконно оккупировать территорию нашей страны. Несмотря на это, сопротивление чеченского народа не сломлено. Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия продолжает борьбу за деоккупацию нашей страны на международной арене. Большинство чеченского зарубежья, как часть единого чеченского народа, остается верным идее освобождения родной земли. Кремлю удалось также захватить части территории Грузии в 2008 году, Украины в 2014 году и ранее Молдовы. Сегодня, начиная с 2022 года, Россия вновь развязала войну против Украины. Весь цивилизованный мир оказывает поддержку украинскому народу, а чеченские добровольцы участвуют в сопротивлении на стороне Украины, видя в победе украинцев и свою победу. В этих непростых условиях наш народ продолжает бороться с Российской империей на всех фронтах – правовом, политическом и военном. Наша борьба священна, и мы убеждены в справедливости своей цели, воплощенной нашим народом в 1991 году, когда мы восстановили свое государство. Хоми Махкой с новым Шеэзер Тлайпрол с 2025 годом. Пусть этот год станет годом освобождения нашей земли от российской имперской оккупации. Амин, амин, амин. Амин, амин, амин. Итак, и от себя я хотел бы добавить, всех, кого я обидел в 2024 году, работайте над собой, чтобы мне вновь не пришлось повторить это в 2025 году. Запомнили? Поехали, дальше идем. Добрый день, Асан. Добрый, Андрей. С Новым годом и тебя, Андрей. Спасибо. Спасибо. Давайте почитаем ваши комментарии. Ассаламу алейкум. Аллах беркати дуэлю вайн. Кельшу амин ва алейк салам Абдулла. Машуэль. Машуэль. Так, Виктория Мамурик. Мамурик, вы специалист по Корану, вы почему мне суры, аят из Корана приводите? Вы мусульманка, Виктория Мамурик. Вы кто, я не могу понять. В каком вы просто мне суры Корана я должен наизусть вспомнить? Просто мне указали суру, не объяснили, в чем проблема, о чем речь. Я не могу понять, что случилось. Слава Украине! Евгений, героям слава! Героям слава! Так, где вы? Где вы? Супер вопросы. Супер вопросы про супер тему. Ну, давайте, раз мы потихонечку уже собрались, 23 минуты мы в эфире. Бусификация с подачи Кремля началась. Что имеется в виду под термином бусификация? Что вы в это вкладываете? Black Flame. Я полагаю, что война в Украине заканчивается. У меня я это полагаю. Ассаламу алейкум, Казахстан. Алейк салам, Сека. Аллах, Казахстан. Я не смотрел ни Луганского, никого. Ты можешь мой комментарий стереть? Ты это мне говоришь? Я не могу стереть комментарий. Я могу тебя, наверное, заблокировать, а стереть у меня не получается. Почему-то, не знаю. Не могу я стереть. Могу тебя заблокировать, если хочешь. Если хорошо попросишь, я тебя заблокирую. Так.
Ну, вы же, наверное, меня осведомите, Black Flam. Не только же мне вас осведомлять, вы же меня тоже должны осведомлять. Нет? Как вы думаете? Не надо, конечно. Ну ладно, не буду тебя банить. Пригодишься еще. Почему трубу только сейчас украинцы решили перекрыть? Не знаю, Блэк. Вот вы мне задаете вопрос, ваше мнение. Мое мнение связано с тем, что перед тем, как перекрыть трубу, например, нужно было зайти в Суджу и занять хаб, газовый хаб. Его заняли. Я думаю, Суджу зашли не просто так. Там отводящие были в сторону там Брянска, Белгорода, а потом раз и в Курск зашли. И дальше не идут. Причем вошли очень массированно вошли и быстро начали окапываться, занимать территорию. Значит, надолго пришли. Если пришли надолго, значит, с какой-то целью. Мы все думали, там до Москвы пойдут, еще что-то сделать. Не пошли, остановились. Вот и газовый хаб такой там очень большой расположен. И сейчас перекрывают газовый вентиль. Украина может перекрыть. Значит, вот с этим что-то связано. Как-то так. Плюс важно еще соблюдать контракты. Потому что Украина всего лишь транзитер газа. И если по ее вине произойдут какие-то сбои, то счета будут предъявлять Украине. Вот те страны, которые понесут убытки, европейские страны. И будут правы. Поэтому дождались 1 числа и вот перекрыли. Но это исходя из того, что вот той информации, которую вот я располагаю. Ну, как я полагаю, и у вас есть другая информация. Я Сашко, 63 года, пенсия, проходчик в прошлом. Я думаю, что Шакалов не вырежем, пока Шакалов не вырежем, победы не будет. Магого, да, у вас ник сейчас я найду, Мегаго, смотрите, я считаю, это мое сугубо личное мнение, наблюдение, которое я за последние 10 лет вел за ситуацией в Украине, я могу сказать, что те лица, которые зазывали российскую армию в Украину, на которые должна была опереться российская власть, оккупационная власть в Украине. Эти люди сейчас стали мега-патриотами, и сейчас они же заканчивают практически эту войну, и они становятся героями фактически. Потому что, сейчас выдохлись, вот мы спасали. Причем у них у всех, наверное, есть медали за то, что они сражались против России. И это будет вдвойне сейчас тяжело. Это 1 в 1 по чеченскому сценарию все идет. 1 в 1. Сперва начинается война, выявляются лидеры, а они не выявляются, если их президент назначает или там генерал назначает. Они выявляются на поле боя, в бою. Да, ни родственные, ни твои интеллектуальные способности, ничего тебе не гарантирует, что когда начнется бой, война, и ты окажешься тем лидером, за которым пойдет народ. Вот эти лидеры в Украине появились. Это и есть сливки общества, да, соль украинской нации. Все соль, все, кто переживает, поддерживает. Я имею в виду, как лидеры они. И они представляют колоссальную угрозу для соседей из-за поребрика. И вот я бы думал бы вот об этих людях в первую очередь. Потому что у нас они были уничтожены в первую очередь. Во-первых, их стравливали друг с другом. А это, как понимаем мы, да, лидер, он со своим мнением, человек не всегда мягкого характера, далеко не всегда мягкого характера. И вот их стравливали у нас, например. Затем
Их убивали по одному, кто-то в аварию попал, кто-то там в случайной перестрелке погиб, кому-то там засаду сделали. Вот они же уже переписаны, имена, адресы, все их имеется и так далее. Потом вот берется этот лидер, к нему сразу направляют 100 человек, чтобы его носили на руках. А когда человек резко понимает, что он великий, то даже у лидеров иногда сносит башню. И он реально начинает думать, что он великий. Лидер это еще не великий. И даже если ты великий лидер, ты должен быть скромным. Только тогда ты великий. Потому что если великий бьет себя в грудь, что он великий, он уже не великий. Величие не в этом заключается. Это тот, кто не великий, бьет себя в грудь. И вот что, к чему мы пришли. Вот сейчас нам остро не хватает вот этих лидеров. Вот сейчас, на данный момент, это должен быть не один человек, они должны быть на места. Королем короля делает свита, как говорится. Джохара Дудаева сделали Джохаром Дудаевым. Таким он был умный, великий, талантливый, смелый, все остальное. Но без своего окружения он остался бы обычным пенсионером. Причем умным, талантливым, все остальное. Потому что его поднял народ, его делало его окружение и так далее. И если это окружение нечестное, то плохо. Если же оно честное, искреннее, настоящее, то это очень мощная, сильная команда. Лидеры ругаются, обижаются друг на друга, а агент, которого вам подсылает, он не обижается, он терпит все, что вы говорите, он вам всегда поддакивает, и это как бы становится удобно. В итоге, когда началась Вторая русско-чеченская война или Пятая агрессия, как об этом пишет наш президиум правительства неоднократно, вот тогда в боях реально в окопах остались настоящие. Все вот эти симулякры, которые вокруг лидеров были, все понты, которые с медалями ходили. У нас многие были, которые были агентами России, которые оказались среди нас, немногие, но вот те, кто были агенты, с медалями, с высшими наградами, там, 3-е, 10-е и так далее. Ну, много чего делалось. И вот потом скажите, например, вы... Сколько вам лет, я забыл уже, 63 года вам. 63-летний пенсионер, какому-нибудь там герою Украины подойдите и скажите, что вы патриот, что вы не верите ему, и дайте ему в лицо по роже за какой-нибудь косячок. И тогда вы поймете, что, оказывается, он герой, а не вы. И вот для этого это и делается. Фактически, вот чего я боялся, если остановка войны произойдет. И для этого нужны гарантии со стороны Запада, со стороны НАТО. Но нельзя так. Зачем тогда 3 года воевать, потом, чтобы оставить земли, столько людей похоронить, и потом сказать, ну все, нет, мы давайте... Ну, фактически проигрыш придет. Не сразу, для этого нужно время. Плюс, я надеюсь, что этого не произойдет вообще, потому что вот мы вас предупреждаем, вы уже, среди вас там есть наши люди, которые все это видели непосредственно изнутри. Я-то это наблюдал только со стороны. А есть люди, которые у вас там воюют в Украине, которые видели это у нас изнутри. Есть наш президиум правительства. Вот за эти 2 года, вот за все это время Верховная Рада приняла документ о том, что Чеченская республика Ичкерия оккупирована, что геноцид над нами совершен. Наш президиум, единственная легитимная власть чеченского народа, так она там и не появилась. Просто не позвали. Зато позвали симулякры. Это тоже большая беда. Большая проблема. Не беда, но проблема. За 24 года Кремль оккупировал территорию как 4 Киева. Команда ЗЕ сливает намеренно Украину. Black Flam, я не знаю, намеренно сливает или нет. Я думаю, воюют у вас военные. И они делают все возможное, правильно?
Все, что они могут, они делают. Поэтому то, что вначале сливалось, да, потом украинский народ, украинские патриоты, украинские вот те самые лидеры, о которых я говорил, и про весь народ, встали и начали защищать свою страну. И армия сформировалась мощнейшая, сильная и так далее. Поэтому я не думаю, что Зеленский предатель, я не думаю. У меня есть конкретные претензии по чеченской теме к Зеленскому, но к Украине я не думаю, что он предатель. Я не думаю. Хотя я не знаю, что тут сказать. На твой взгляд, как будут возвращены грузинские территории, миром или войной? По Грузии 3 трубы идут, кстати. Я очень надеюсь, что в Грузии не будет войны и будет все возвращено миром. Миром будет возвращено. Но не знаю. Не знаю. Вот, смотрите, как раз. Вот, смотрите, здесь Дример к нам зашел с зеточкой. Вся Бендеровская, Дример говорит, вся Бендеровская будет вырезана, все их могилы дохлых нацистов будут уничтожены. Понимаете? Вот об этом я вам и говорю. Это вот русская культура. Он не будет убивать там своих противников. Не просто он будет убивать. Он могилами будет. Это русский дух. Это русская культура ведения войны. Это русское отношение к вам. И он прав, он не врет. Они так делают всегда. А почему мы тело Джохара Дудаева не говорим, где похоронено? Потому что они вот это зверье, это аморальные, циничные, не буду я больше дальше говорить. Как-никак я тут Дед Мороз. Буду добрым. Да. Ну вот, ну, чтобы вам для примера, смотрите. Он не говорит, я убил всех, кто убивал наших парней, вы там за Америку, мы вас не любим. Он говорит с телами, он с трупами будет, с могилами воевать. Это чисто русский подход к делу. Молодцы. Хорошо, что ты написал. Лидеры-то ругаются, но люди-то должны встать с колен. В Украине никто не стоит на коленях. Украине стоят на колене, на одном колене, когда везут тело убитого их защитника. Все. А вот в Украине не стоят на коленях. Дезориентированы, да. Обман, пропаганда, да. Я об этом вот твердил вот все это время. И то, причем я это аккуратно делал. Аккуратненько, чтобы, не дай бог, не навредить. Надо просить вернуться абхазов обратно в Грузию, говорит. Ну, я думаю, абхазам следовало бы уже самим уже возвращаться. Готовься, чеченская шваль, ты скоро взлетишь, с тобой сдохнут невинные, они сдохнут за тебя, говорит Дример. Ну, типа, каждый раз, каждый стрим, они мне должны здесь угрожать. Теперь он угрожает и моей семье. Типа, взорвет машину или дом, надо понимать, да? Ну, чтобы вы понимали, это тот же Дример, который с могилами воюет. Конечно же, он будет и убивать всех и вся. Но есть одна маленькая деталь. Обратно тоже может произойти, обратный процесс. Надо дать Абхазии автономию и вести работу среди абхазского населения. Ну, это да, это они разберутся там. Так.
ЦРУшный пропагандист. Когда Россия нацелит ракету на США, война закончится, говорит Богданчук, Алексей Богданчук. Ну, во-первых, я не ЦРУшный и не пропагандист. А во-вторых, почему вы не нацеливаете? Уже у вас 700 тысяч убитых и раненых, там даже больше. Почему вы не нацеливаете до сих пор? Вот объясни мне, почему вы на США не... По-моему, Путин хотел до круглой цифры, до миллиона довести у вас, да, убитых. И потом уже нацелить. Ну, тогда, да, это меняет дело. Молодец, Путин. Ну, он думает о русских, правильно думает. А почему до сих пор не довел, потом узнаем, да? Bonjour из France, братан. Ашот, бонжо, Армения. Демократическая, не прорусская Армения. Прошу заметить, да. У нас вся страна воюет. Вы далеки про ситуацию в Украине. Мегаго, ну, вы ошибаетесь, если считаете, что я далек. Мне кажется, иногда некоторые украинцы очень далеки от понимания происходящего, чем я от ситуации в Украине. Потому что, поверьте, немножко я знаю, что у вас. Просто не лезу в ваши внутренние дела. Как тебе удар по штабу 810-й Курской области? Захар, я не знаю, что там за удар был. А что там за удар был? А вы не аморальный чеченец, говорит. А вы не аморальный чеченец, который русским пацанам голову отрезали, говорит. Ну смотри, во-первых, я никому не отрезал головы. Поверь, никогда. Даже курицы я не отрезал. А резать приходилось курицу, а вот отрезать ей голову не приходилось. Российским пацанам головы резали. Вот ты не поверишь, если я начну все это рассказывать. При вашей подаче, с вашей провокацией, ваших спецслужб, чтобы дискредитировать нас. Понимаешь? Вот так это все делалось. Вашей власти плевать на ваших военных. Главное дискредитировать нас. Понимаешь? Добрый вечер, Асан. Как думаешь, Трамп отменит санкции против России? Если да, то при каких условиях? Ну, во-первых, добрый вечер. Во-первых, я думаю, не отменит санкции. Ну, зачем ему отменять? Это что, весь мир настроить против себя, открыть санкции? В принципе, санкции, они работают, они больше и моральную роль играют, чем остальную, потому что Россия, в принципе, может обходить при помощи Китая, Казахстана, там, Азербайджана, кого там она использует для того, чтобы обходить эти санкции. Другие страны азиатские бывшего Советского Союза используют. Ну, вот мы слышим эту информацию. Поэтому нет смысла Соединенным Штатам снимать эти санкции ни при каких обстоятельствах. Тем более, если не возвращен Крым, Луганск и все остальные земли. Поэтому я не думаю, что санкции будут сняты. Но без всего остального давления одни санкции тоже, погода им особо... Ну да, это мешает, это очень хорошо, что им наложено и все такое, но без всего остального не будет. Я надеюсь, я рассчитываю на то, что после того, как перемирие будет заключено,
украинцам хватит ума сразу же начать люстрацию. КГБ УССР должно отстранено быть от власти. Какие бы у них медали не были, какие бы они супер заслуженными не были, они должны пойти на покой. Все, спасибо вам, мы и должны этим заняться военные. Причем проверенные, все как положено. Вот эти люди должны занять посты, и должна произойти полная смена вот этой элиты политической, СБУшной и всей остальной. Я так считаю. Если этого не произойдет, ну все, тогда ничего не изменилось. Просто 3 года повоевали, 7 лет до этого, 8 лет до этого, еще 3 года, практически 11 лет повоевали. Похоронили сотни тысяч людей, разрушены города, все и все. И та же власть, та же система останется в тех же руках. Да, некоторые сейчас задвинуты, особо одиозные еще в самом начале себя, ну, были видны и так известны. Ну и все, они опять новые силы подтянут, новых людей расставят, и все, ничего не поменяется. $93 килограмм. Вот наберешь еще 5 килограмм, потом вернешься. Договорились? Пока я тебя забаню. Маш дуэль ночи Аслан. Ходел дел дуэль шу савежери ижери. Желаю всем мира. Всем мира и добра. Дерес хуй машу Руслан. Дерес машу. Хо уэль масу дуэль хуй. Ты дошь. Шерц дел дел. Так. Регулярно бьют крылатыми противобункерными ракетами по всяким штабам морских пехот. Русские пацаны, собиратели земелек для русских. Да, емельки. В Москве про победу только с какого видео в Ютубе. Так. Салам Машал, Дума Сагдели, Салам Машал Мухаммад. Украинским, Любомира говорит, украинским войсковым кто отрезал голову? Чеченцы? Нет, отрезали российские солдаты с 155-го батальона. Где ваш рашистский 155-й батальон? Валяются дохлые на украинских полях. Говорит. Любомира, конечно, это их излюбленная тактика. Ну, посмотрите, они обвиняют нас в отрезании чьих-то голов. Я знаю один точный пример, про который там 2 случая было отрезания голов. В начале Первой войны русско-чеченской и широкомасштабного вторжения. И вот Второй русско-чеченской 2 случая было. Второй случай, который на Второй войне, я не знаю. Первый случай, это была постанова, специально сделанная для того, чтобы дискредитировать чеченцев, чеченское государство, лично Джохара Дудаева, и Чеченскую республику Ичкерия. Так вот, мы никогда не хвастались этим. Мы говорили, что это неправильно, и всегда осуждали этот момент. Зато этот случай везде показывали, во всем мире. Ельцин ездил, этот случай рассказывал.
Что сделали русские, когда взяли кувалду и разбили голову, да, помните? Они эту кувалду положили в специальную такую коробочку и друг другу дарили, понимаете? Вот где настоящая государственная политика, не эксцесс исполнителя какого-нибудь обиженного, разозленного, там, в состоянии аффекта человека, а непосредственно государственная политика. Вот где кувалдами отрезают руки, как они пленных расстреливают. Мы сколько видели, украинцы сдаются, они расстреливают. Сколько это было случаев, сколько они тогда, азовцев тогда сожгли, помните? Когда пленных азовцев они сожгли. Это их государственная политика, это не эксцесс исполнителя, самая настоящая государственная политика. И они нам что-то предъявляют. До того они либо одурманены пропагандой, либо они просто не видят у себя в глазу бревна. Тем паче перемирие, что будет перемирие для РФ. Такого было уже, хочется сказать, в 18 году, в 95-м вроде не помню. Все то же самое, все одно и то же. Да, да. Ну вот мы говорим, что там вот Трамп скажет. Трамп не может сказать ничего Украине. Украинской армии, украинскому народу Трамп не может сказать. Он может предложить ту или эту версию, а решать украинскому народу, украинскому руководству никто не может заставить. А если бороться или не бороться, заставить никто не может. Как никто не мог заставить передать ядерное оружие в 92 году, да, в 93 году, когда передавалось. Никто не мог. Отдали же. Вот народ должен за это контролировать. Передавали оружие под гарантией безопасности вроде как. Но это не была гарантия, это был только лишь меморандум. Это только документ о намерениях. Нужно... Нет, это же не так делается. К большому сожалению, был обман, скажем так. Отрезание голов чисто русская манера. В прошлой войны за убитого чеченца платили солдатам деньги, а доказать, чтобы труп не носить, солдаты отрезали голову убитым и предъявляли офицерам. Да, это чисто русская мама, совершенно верно. Тот же, например, голова Хаджи Мурата, которого они отрезали, о котором писал, помните, Лев Толстой, она лежит в кунсткамере в Санкт-Петербурге. Ну, это чисто русская практика. Они все свое на нас взвешивают. Они террористы, их государство террорист, их президент террорист. Они сами не имеют никаких прав. Понимаете? Мы, чеченцы, имеем права. Мы имеем свое чувство собственного достоинства. А у россиян, у русских империалистов нету ничего. Понимаете? Ни чести, ни совести, ни прав, ничего нет. И они на нас все это валят. У них государство террорист. У них организация ФСБ, террористическая организация. Их государство СССР зарождалось, НКВД, ЧК, ВЧК, зарождалось как террористическая организация. О чем они нам тут предъявляют? Непонятно.
Так, давайте, что тут еще? Во власти России русских нема. Ясно. Это такая излюбленная тактика. Все евреи. Все евреи и чечены. Бедолаги вас замучили они. Основа нас в Украине был референдум про сдачу ядерного оружия. За проголосовали 72%. Да я не знал, Любомира, не знал. Ну, то развели, значит. Развели. Ну, как можно отдавать ядерное оружие? Ну, обещали, наверное, что-то. Понимаете, помните, как в приватизации было? Обещали, все мы поделим, все будет ровно, справедливо со всеми. Взяли всю собственность Советского Союза, на которую 75 лет пахали наши отцы, деды и мамы с бабушками. И потом между собой быстренько поделили. А нам так и не объяснили, что это за приватизация была, что за ваучерный чек нам какой-то давали, что с ним делать. И вот на 3 вокзалах, я помню, в Москве за бутылку водки обменивали. Один ваучер, 10 тысяч рублей на нем было написано. За бутылку водки там стояли, там скупка золота, постоянно там раньше менты крышевали и стояли вот это. И вот они скупали ваучеры у населения. Дурили, обманывали, рассказывали, что вот это, смотрите, вот, допустим, какое-нибудь там, вот это заведение, которое загибается, которое абсолютно не конкурентоспособно, оно супер крутое, и собирали со всех ваучеры, оно банкротится, но извините, обанкротилось. Все, вот и все. Развели. И будут разводить, пока у нас не появятся нормальные, честные люди, которые начнут брать все в свои руки, не на карман свой работать, а во благо будущих поколений работать. Пока до этого уровня не дойдем, мы сами. Нами будут вот так манипулировать, нас будут вот так обманывать. Ну, конечно же, КГБ тоже нужно люстрировать, его нужно закрыть. Ну, по всей видимости, пока это может не произойти. Пока это может быть не произойти. И я так полагаю, это может пока не произойти. Как думаешь, украинцы могут сдаться? Я думаю, украинцы в этом положении сдаться точно не могут. Имея столько оружия, столько побратимых, столько опыта, сдаться, но это было бы сверхглупостью. А за украинцами ни глупость, ни отсутствие духа не замечено. Поэтому не будут сдаваться украинцы. Будут против украинцев будут возносить до небес. Какие вы великие, какие вы супервоины, какие вы это, третье, десятое. И вот рядом находящие будут его потихонечку вот лестью брать будут сейчас. Это 1 в 1 было у нас. 1 в 1. Да, прихватизация это была. А в недавних войнах отрезали голову убитых чеченцев, накалывали на острые пики ворот для устрашения. Даже после этого чеченцы не резали голову в отместку. Да, именно так. Голова Кенесара хана до сих пор не отдает Казахстану, Россия, наверное, да? Аяна и Сымбат. Да, ну это их практика. Ну вот видите, у них можно, я только чеченцев, да, пример привел. Казахи, украинцы, везде это, они всем отрезали головы, расковырячивали. Вот человек заходит и рассказывает, у него зетка стоит, все как положено, там могилы будем раскапывать. Ну, кому в голову придет? Просто у меня в голове не укладывается. Если ты кого-то хочешь оскорбить, кем-то, чем-то его запугать, чем-то надавить, сказать, я раскопаю могилы твоих героев и там сделаю с ними что-то плохое, с этими телами, трупами или костями.
Это только могут они это сказать. И это у них считается вот максимум, они тебя задеть. А на самом деле мы, нормальные люди, видим, что это презренные, аморальные существа. Это человеком назвать нельзя. Это человек, который вскрывает могилы, чтобы там, нагадить туда. Ну, это больные люди. Их нужно лечить. Хотя, я думаю, медицина здесь бесполезна. Спасибо за время. Пожалуйста, в регион скупались ваучеры, везли в Москву в большом количестве. Извиняюсь. Простыл, когда летел, и это как Санта-Клаус летел по небу на своих телеге, на санях. Простыл немножко. В регионах скупались ваучеры, везли в Москву в большом количестве, перепродавались, потом скупались заводы, предприятия. Да, по всей России собирались, да. Спасибо, Андрей. Спасибо. Привет из Одессы. Без салюта на Новый год, но всем мира. Витаю, Одесса, приветствую. Так. Осталось все. Версию, я Гродненский. Как ты к нам относишься? Максимус, я к версии, к русским отношусь очень хорошо, если они не имперцы. А если это наши граждане, наши уроженцы наши, с большой любовью и теплом отношусь к таким людям и с уважением. Но я плохо отношусь к чеченцу, он дагестанец, он русский, он не имеет значения. Если он русский империалист, я отношусь к нему плохо. Потому что русский империализм и тебе, если ты грозненец, ты тоже от этого пострадал. От русских. Сейчас украинские и русские страдают от этого русского империализма. Поэтому национальность я употребляю только в политическом контексте, когда говорю русский. А к нашим гражданам русским, Максимус, Максимус, да, у тебя ник, я все время говорю о геноциде граждан Чеченской Республики Ичкерия. Понимаешь? О массовых убийствах граждан Чеченской Республики Ичкерия. Геноцид отдельно был чеченского народа, но всех граждан убивали, пытаясь убить чеченцев. И не разбирались, русский там или нет. И если русский говорил, что он хорошо относится к своим соседям, его могли убить за это. Ему нужно было говорить, ненавижу я чеченов и так далее. Вот тогда, да, тогда его могли не тронуть и так далее. Поэтому к русским я отношусь и к любой другой национальности, вне зависимости от национальности, отношусь очень хорошо. Ко всем. Главное, чтобы вы не пили нашу кровь. Я имею в виду русские имперцы. Не тебя имею в виду, а русских империалистов. Алхамдулиллах. Я не имперец ваша. Тогда, Максимус, вот хорошо, что ты зашел, грозненский. У нас не часто здесь заходят наши грозненские. Из Израиля есть грозненские наши, в том числе не евреи, которые живут в Израиле, наши грозненские. И евреи есть. А вот русских не часто мы здесь жалуем, поэтому к тебе особый респект и уважение, как к нашему земляку и нашему согражданину, нашему соотечественнику. Честь и хвала всем тем, кто не является имперцем и хотел бы жить с нами в мире и развиваться хорошо и долго. Русские грозненские, грозненцы 80% не уезжали, они под завалами остались. Но не федералы. Их убили российские оккупанты, которые пришли на нашу землю. И федералы бы они были, если бы мы их признавали бы себя частью фашистской Российской империи. А мы же являемся суверенным независимым государством.
Я не соглашусь с тобой, Максимус, что 80% жителей Грозного остались похороненными под завалами. Конечно же, первое русско-чеченское широкомасштабное вторжение, первые основные потери, если брать в процентном соотношении, я полагаю, все-таки были русские. Ну, 80% я в этим не согласен, потому что, во-первых, грозненцы очень много уехали перед началом войны, очень много. Во-вторых, некоторых вывезли, ну, с соседями, с родственниками, смогли выехать. Но основная масса населения, она осталась. Я полностью с тобой согласен. И первые потери были русскоязычные. Наши граждане, нашей столицы были русскоязычные, которые некоторые надеялись, что русские не тронут, русская оккупационная армия. Некоторым просто неудобно было чеченцам в нагрузку, там у чеченцев родственники в горах были, в других населенных пунктах, а у русских их не было. Поэтому в силу разных обстоятельств. Но большая часть, конечно же, русских, россиян, наших граждан, русских, они выехали. И 80% с этой цифрой я не согласен, но с остальным во всем я с тобой согласен. Ну и федералы слова не согласен. А так, да, в основном первые наши погибли русские. Алейк салам, Ярослав, алейк салам. Как-то так. К большому сожалению, да, очень много наших людей погибло. Наших, русских, армян, других людей, кто не успел выехать. Так. Есть ли какая-нибудь международная организация, которая расследует незаконное применение химического и бактериологического оружия против мирного населения? В Чечне практически все население поражено чем-то. Не только поражено Т-800, и они до сих пор применяют против нас какие-то специальные средства, которые возбуждают онкологические клетки. И после этого у нас всплеск происходит онкологии. Да, это так. Есть такие организации, которые занимаются, у нас, я уверен, есть и материалы все по поводу применения химического оружия, и в том числе бактериологического. Но сейчас это не даст никакой нам пользы. Медицина в случае с русским народом бессильна. Здесь требуется оперативно мешать. Причем мешать всего мира. Другого варианта я не вижу. Да, в случае российского, русского имперцев, да, это так. Все, что... Так, давайте. Что-то я тут запутался в ваших комментариях. Делится машур буря машуэль. Так. У меня тоже был один друг, поселок Войково, его звали Эдом, по национальности он был русский мусульманин.
Так, ассаламу алейкум, Аслан Мудуху. Wa aleykum selam. Dikdu, Noluş dikdu da bu hastam. Biraz. Entschuldigung. Del etto boel washa deres voor Maximus ha boel del etto. Нет, я не Дед Мороз, я Санта-Клаус. Дед Мороз. Ой, отсюда, Санта-Усу. За Дон Доныча ничего не скажешь, говорит Ксандра. А что нужно сказать, Ксандра? Ты задай вопрос, я спрошу, я отвечу. Hun jo один суна мяс один орство. Вески наги ночи юр запада наги раздаю. Василий, а ты с каких пор о мусульманах думать начал? Мне так нравятся суры из Корана, мне русские с русскими никами, ГБшники с немусульманскими никами, Василий, какая-то Ирина, суры из Корана мне приводят, сколько там кто кого убил мусульман. Да вы же убиваете мусульман, вы всех, вы своих, чужих, всех подряд вы убиваете. Вы что вообще лезете? Вообще, что вы здесь на моем канале делаете? Не нравится, уходите. Тоже мне защитники мусульман, да, хранители Корана и Сунны. Да. Америке служишь, говорит Василий. Нет, Америке не служу. Служу его величеству, господину чеченскому народу. Дон Доныч не делает геноцид своего народа. Про этот вопрос. Но я видел этот вопрос выше, просто посчитал, что, мне кажется, неуместно отвечать было, когда сзади висит флаг Ичкерии, висит флаг Америки, то за такой вот вопрос задавать. Я подумал, ты, может, более какой-нибудь толковый вопрос задашь. Вот Оланд тоже за мусульман оказывается. Понимаете? И он, знаете, он до Вашингтона раком дополз. Представьте себе Оланд. И вот он говорит, что вот после этого он понял разницу между чеченцем и не чеченцем. Понимаете? Ну, ты сказал, русские делают геноцид в Чечне, а Дон Доныч нет. Кассандра, почему ты долбишь меня этим вопросом? Что ты хочешь от меня услышать? А Кадыров, Рамзан, он не русский, что ли? Он самый настоящий русский, политический русский. Это русский генерал, русский убийца чеченского народа, понимаете? Да, он с акцентом говорит, очень отвратительно говорит на русском языке. Так и Сталин не очень хорошо говорил на русском языке. Зато Ленин про него говорил русский, более русский, чем даже русский. Вот такой был Сталин. И вот это то же самое. Что вы не видите, что ли, что Кадыров творит? Я могу сказать, что Кадыров это всего лишь инструмент, один из многих ФСБ. Просто раскрученный инструмент, и все. С чеченским таким шармом, и все, и все. Что вы мне постоянно... Кадыров на самом деле никакой роли не играет. Той роли, которую ему приписывают, ее там рядом нет, понимаете? Главарем во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия является не Рамзан Кадыров, понимаете? А является Кечкин Дмитрий, понимаете?
Кечкин Дмитрий. Управление ФСБ по Чечне возглавил Дмитрий Кечкин, которого перевели из Дагестана, кстати говоря. Управление ФСБ по Чеченской Республике возглавил Дмитрий Кечкин. На этом посту он сменил Игоря Кочнева, ближайший родственник Игоря Кочнева, по-моему, Дмитрий Кочнев. Он возглавляет ФСО Путина. А до этого был Игорь Хвостиков, который отметился массовыми убийствами чеченцев, хотя не все отмечаются. Сейчас Кечкина перевели, Дмитрия Кечкина, из дагестанского УФСБ, потому что сейчас ФСБ планирует объединять Дагестан, Ингушетию и временно оккупированную Чеченскую Республику Ичкерия в единое исламское государство. Для этого Кечкин был переведен, потому что основные, главное, чеченцам не доверяют, основные, главное, это дагестанская агентура, которая есть и внутри Ичкерии, находится на постах разных. И вот главного вот этого Кечкина перекинули. Рамзан Кадыров никакой роли не играет по сравнению с этим Дмитрием Кечкиным. А вы знали эту фамилию? Я даже ее иногда забываю. А вы говорите, вы о ней тоже, я уверен, не знаете. Или знаете, очень мало знаете. Вот кто совершает геноцид, понимаете? Это как если сейчас говорить, что какой-нибудь Пушилин из ДНР является супер уничтожающим украинский народ. Да, он уничтожает, да, он пособник геноцида, убийства украинского народа. Но это всего лишь один из винтиков маленьких. Точно так же Рамзан Кадыров. Рамзан Кадыров живет в золотой клетке, его осыпают деньгами, он зарабатывает хорошо, делится, конечно же, он потому что на самом вверху общается, начиная от Золотого, там, ну, иногда разрешает ему и с Путиным аудиенцию иметь. А так Рамзан Кадыров, вокруг него его киллера находятся, понимаете, ФСБшные киллера в его охране находятся. Шаг вправо, шаг влево, головы не будет, как не было головы его отца, как только он попробовал сделать шаг вправо, шаг влево. Вот и все. Рамзан Кадыров только играет роль нам какого-то лидера, а реальную роль занимает ФСБ, Россия, оккупанты. Не может Россия убить 300 тысяч, ну ладно, нас им не жалко, и наших русских в том числе им не жалко. Потерять своих столько людей, столько денег потратить и отдать какому-то там с 3 классами образования человеку, но это идиотизм. Кстати говоря, я бы хотел сделать еще обращение по поводу ситуации со сбитым самолетом, которые азербайджанских авиалиний, которые 17 декабря, по-моему, да, 17 это было, русские попробовали его сбить. Сейчас все валят на Рамзана Кадырова там, и так далее, и так далее. Я убежден, конечно же, что Рамзан Кадыров в этом замешан. Может быть, что замешан его племянник в этом тоже. Ему медальку дали. Может, медальку дали для отвода глаз, потому что они как вешалки, на которых вешают, на них вешают трупы, в частности. И вот племянник тоже идет по этой стезе. ФСБ где-то сбила, Рамзан наградил этого медалькой, все, значит, этот Рамзан и Хамзат, этот племянник, они являются как бы причастными. В связи с этим я бы хотел обратиться, я вначале подумал, что эта ситуация разворачивается в том ключе, что они сбили, как бы отомстить за Сирию, там у них провал, там все такое и так далее. Вполне возможно, и это тоже версия, она имеет право на существование. Также есть другая версия, что там находилось лицо или группа лиц в этом самолете, которых нужно было уничтожить. Но появилась и третья. Ну, вот это, вот все эти две версии имеют право на существование. Но также появилась еще у меня еще одна версия. Дело в том, что у нас с Азербайджаном, именно с народом, с азербайджанцами, с простыми азербайджанцами, у нас зародились такие хорошие, глубокие отношения, которые останутся, наверное, на поколение. Такое остается всегда. Просто хорошо ты от чеченца отзываешься и просто внутри общества, социума. Точно так же там хорошо отзываешься об азербайджанцев. Это останется.
на поколение. Так вот, сейчас, смотря как начинается нагнетаться вся ситуация вокруг вот этого сбитого самолета, и у меня появилась третья версия. Они хотят нас натравить друг другом. Есть такая гнида, которая сидит, по-моему, в Америке где-то сидит. Раис Наясов, я забываю его имя постоянно. Напишите мне, азербайджанец. Ну, просто конченая гнида. Просто большей гнид вы не найдете. Так вот эта гнида сидит и говорит, как чеченцы могли сбить? Мы их так помогали, им так принимали их. А как они могли сбить? И так далее. Причем эта же гнида, по-другому я его называть не буду, эта же гнида, которой я сам писал и говорил, какая мы тебе часть России, еще давно, год назад я ему писал. Какая мы тебе часть России? Мы оккупированная территория. Вот эта гнида, она все время настаивала на том, что мы часть России. Но теперь, когда сбили самолет, оказывается, мы не часть России. Оказывается, у нас свое ПВО есть, у нас какие-то отдельные чеченцы есть. Так. Причем он в контексте говорит, что мы часть России, и одновременно пытаются взвалить на чеченцев. Что я хочу сказать? С учетом комментариев, где вот азербайджанцы, чеченцы друг на друга ругаются там. И я уверен, что это в основном тролли и к ним примкнувшие полезные идиоты. Так вот, я считаю, что это могло быть сделано, чтобы нас натравить друг на друга, чтобы вбить в клин между нами, бить клину между нами. Поэтому еще одна эта версия дополнительная. Они могут быть друг друга дополнять, они могут быть все три причастны, сбить самолет за Сирию, сбить самолет, то, что там находится определенная группа лиц, и также, чтобы бить клин между азербайджанцами и чеченцами. Так вот, я заявляю азербайджанцам всем, мы вам не враги, мы не сбивали ваш самолет, мы вас очень уважаем и будем уважать. Конечно, вот этот деятель рассказывал, что там азербайджанцы очень сильно помогали. Да, помогали. Но также и выдавали. Это тоже нужно знать. Было и хорошее, и плохое. Были отдельные азербайджанцы, которые готовы были за нас там, жизнь отдать и последнюю рубаху себя снять. А были те, кто нас сдавал. Это тоже было. Поэтому, и вот такая же вот фигура, которая сидит, и фактически он хочет стравить азербайджанцев и чеченцев. Нет, мы азербайджанцам не враги. Мы не сбивали ваш самолет. Ваш самолет сбила Россия, ФСБ сбила. Мы, чеченцы, вам друзья, братья, и останемся таковыми. За все, что было хорошее, спасибо. За все, что было хорошее, спасибо. Как-то так, друзья. Так, давайте дальше. Да, це йохкость, чертча, гичца мексо, да, до того отвратительный чувак просто. Так. Я тоже обратил внимание на то, что кто-то хочет стравить чеченцев, азербайджанцев. И с узбеками. Кто еще по плану? Да, кстати говоря, с узбеками тоже интересная такая задача. Но это чуть-чуть другое с узбеками, то, что происходит. Дело в том, на мой взгляд, это мое мнение, дело в том, что сейчас узбеки, таджики, граждане среднеазиатской, да, республик, государств, это то, что русская пропаганда говорит, они представляют для них угрозу, что вот там есть какой-то ИГИЛ, Хурасан, там 3-10, и они нападут. И вот сейчас они, рамсуя
с узбекским правительством, которое достало свой народ, свое население. Наверное, будут еще рамсовать и с таджикским правительством, которое тоже достало без какой-либо демократии, без сменяемости власти. И сейчас таким вот образом они хотят показать, что те, кто может начать какое-то действие против там, узбекской власти или таджикской власти, что мы вам не враги. Понимаете мысль, да, что я хочу сказать? Вот в этом смысле может быть с узбеками то, что вот этот конфликт, то, что сейчас идет. Что вот мы, смотрите, узбекская власть может сказать, вот смотрите, мы же против Кадырова выступаем, это же плохой, все знают, что Кадыров плохой. И вот таким вот образом они, людей, которые против них могут выступить, таким образом они их пытаются, на мой взгляд, дезориентировать и немножко нейтрализовать их мотив, сбить их мотивацию восставать против них. А вот с Азербайджаном, вот сбитием этим самолетом, мне кажется, это уже вот другая немножко ситуация, когда они хотят, чтобы мы с азербайджанцами не подружились. Вот как-то так. Да, этот деятель, это кусок гниды, да, он не вылазил с украинских каналов в начале. Вообще, ну, мы видим, что творилось на русскоязычных украинских ресурсах. К большому сожалению, продолжает твориться. После того, как один из украинских блогеров пригласил российского какого-нибудь пропагандиста в лице Соловья, там любого другого, и этот блогер украинский не был сразу же арестован и посажен на 500 лет в тюрьму по решению суда, то можно сказать, то все, это уже бардак там полный. Соловей какой-то, помните этого, вот этого российского бывшего депутата Пономарев. Ну, сколько его там везде трубили. Потом вот эти русские, вот эти разные там эти группы. Ну, просто ужас. 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 Давайте почитаем комментарий. Почему Рома стал хуже говорить на русском? Я не знаю. Максимус, а что, он когда-то хорошо говорил? Мне кажется, он отвратительно всегда говорил. Больше хуже говорящего на русского я мало таких видел. Алейкум ассалам, Честер. Машвоэль. Божес Честер, да. Вот этот горец мне достал, короче, да, ты неграмотный, ты неразвитый, там третий. Горец, школу пропускал, говорит. Горец, правда или неправда, школу пропускал я или нет, но я тебе скажу одно. Представь, если бы я был грамотный,
Представь, если бы я был бы супер подготовленный человек, какой шухер я бы навел бы. Если такой неграмотный, как я, уже вы воете все, и денег мне предлагаете, и запугать пытаетесь, и все делать. Так что же вы не можете справиться с полуграмотным человеком, что ли? Вы что такие за слабаки такие? Странно с вами, да? Что-то с вами не в порядке. Да, русские не говорят, это наш российский, русские не говорят, это наше российское ПВО. Да, не говорят. Так. Друзья, да, я думаю, на этом я свой стрим закончу, друзья. Мы уже 1,5 часа в эфире. Сегодня было весело, конечно. Новый год. Завтра будет стрим с Аядом Идиговым, даст Бог. Нет, пятницу нет, послезавтра будет. В пятницу я, может, завтра еще постараюсь на русском провести стрим, ну, подольше. Сегодня уже все, времени нет, нужно бежать. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Все будет, Ичкерия. Слава Украине. Ам Израиль Хай. God bless America. Адикюэль Марш Ойль. Всего хорошего, друзья. С наступившим вас Новым годом. Адикюэль Марш Ойль.